Москву в августе 1978 года по приглашению Верховного Совета СССР с официальным визитом прибыла делегация Верховного Народного Собрания Лаосской Народно-Демократической Республики во главе с членом Политбюро ЦК НРПЛ, заместителем председателя собрания Сисамфоном Лавансаем. Делегацию встречали председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Шитиков, депутат Верховного Совета СССР Лепешкин, другие официальные лица. Среди встречавших был посол Лаоса в СССР Сот Петроси. Это первый визит парламентариев Лаоса в Советский Союз. Его цель – дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между партиями, правительствами и народами. Пребывание делегации в Советском Союзе предусматривало поездку по стране. Гостей сопровождал депутат Верховного Совета СССР Лепешкин. Из Москвы путь лежал в Душанбе, столицу советского Таджикистана. В аэропорту делегацию встречали заместитель председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Зарипова, депутат Верховного Совета Республики Бахиров, другие официальные лица. Парламентарии Лаоса нанесли визит председателю Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Холову. Гостям рассказали, что Таджикистан за годы советской власти совершил гигантский революционный скачок. Минуя стадию капитализма, перешел от патриархально-феодальных отношений к социализму. Таджикистан в течение жизни одного поколения навсегда покончил с вековой отсталостью, превратился в цветущую социалистическую республику. Гости совершили прогулку по городу. Город Душанбе стал столицей Таджикской ССР в 1924 году. Это самая молодая из столиц 15 союзных республик Советского Союза. До Великой Октябрьской социалистической революции здесь было маленькое селение. Сейчас в городе Душанбе более 400 тысяч жителей. Знакомство с республикой продолжалось в колхозе «Победа». Это хозяйство является коллективным членом таджикского отделения общества СССР «Лаос». О развивающихся связях между советским и лаосским народами на митинге дружбы в колхозном дворце культуры говорили председатель отделения общества СССР Лаос, министр сельского хозяйства Таджикистана Заиров, председатель женского совета колхоза Самадова, член лаосской делегации Сампаван Интхавон. Здесь, как и по всей республике, сельское хозяйство ведется на основе передовой агротехники. Самой важной культурой земледелия в Таджикистане является хлопок. В прошлом году республика продала государству 850 тысяч тонн хлопка, 900 тысяч тонн белого золота, задача, которую обязуются выполнить хлопкоробы Таджикистана в 80-м году. Веками мечтал таджикский народ превратить безводные степи в цветущие поля и сады. За годы советской власти здесь построена огромная сеть ирригационных сооружений. В горном ущелье на реке Вахш создается самая крупная в Азии гидростанция – Нурекская ГЭС. Станция уже дает свою электроэнергию городам и селам Таджикистана.
сегодня работают 6 мощных агрегатов. К концу строительства ГЭС будет вырабатывать более 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Искусственное водохранилище даст возможность оросить еще десятки тысяч гектаров земли. Большой заботой в республике, как и во всей стране, окружены дети. Пионерский лагерь «Горная сказка». Здесь созданы все условия для отдыха. За летний сезон в лагере проводят каникулы до 600 ребят. Тепло встречали пионеры лаосскую делегацию.